Таван Осхагал. Таван Осхагал. Вырывахательне булды радио тлегене мәрзем чеваш нации радио венхумизм жинче шаксамандра таваныс хагал каларым паян хигала жевата иберет чеваш халахин юрагеве эткерлихне юрагеве пулдарулахне тада жамбикех юрагеве историне халаластеремер анжах тагала жудемине пельдеричень мансирем пер петехене еверля музыка композиции бебалашта раскелете был переже бахта паян хигала жеван вартанлахизне кашкана ужимлаца пама пулыжи лад Данилова сазрежиссера Тархашин болыш сам бере. Ханландер пуленде радио тлегене мәрсем жанахта ибер сирембе банкала мажук пальдерашле музыка инструмент жиберге галажат бар. Первым батраханара Михаил Григорьевич Кондратьев, искусствоведение. Ени беч ваш пачал гуманитариус лахизени институтин ерце браган наука ищения шавын бегех искусствоведение тухтыры тада профессор. Выл бере баян кесле ядла музыка инструмент жиберге тада унан истории берге дларах калаза баря каларам выросла буля. Михаил Григорьевич, добрый день. Приветствую всех, приветствую. Ну, сегодня у нас потрясающая тема, на самом деле, музыкальные инструменты, через которые мы можем проследить историю нашего народа, можем буквально увидеть, как исторический путь складывался и откуда он начинался. Но традиционно гусли считаются инструментом, который распространен в Поволжье, распространен среди славянских народов и среди финно-угорских народов. Как гусли, как инструмент, который связывает нас и с соседними народами, и, наверное, с половиной Европы и Азии, могут рассказывать о том, какая была история у чувашского народа. Да, история очень и простая, по-своему, и очень сложная, запутанная. Сейчас попробую немножечко распутать, объяснить. Дело в том, что наиболее ранний письменный источник такой научный – это XVIII век. Причем в 1833 году, потом в 1830 век, 1730-е годы Камчатской экспедиции Петербургской академии через Казань едет, в Казани останавливается. И вот там историк Герард Миллер, известный такой его труд об инородцах, он в Казани записывал, встречался с музыкантами. Между прочим, в его книге и Чебоксары упоминается. Он там местный язык. Это тоже для меня было открытие. Я думал, он просто в Казани, как считается. Нет, он даже немного поездил в округе, был в Чебоксарах. И об инструментах вот что он записал. Причем он там вместе с чувашами и о марийцах, о татарах, и о ватяках, то есть о удмуртах. Да. Ну вот, в связи с чувашами, цитирую, из игральных инструментов первый у них есть наподобие лежачей гарфы, арфы, значит, видом полумесяца. Описывает вот эту лежачая арфа горизонтальная видом полумесяца. Об 18 струнах. Такие инструменты употребительны и у русских. Вот обратите внимание, у русских, говорит, тоже есть. Но дальше.
которые называются гуслями у русских. И кажется, что как употребление сего инструмента, так и звание оного взято у татар. Вот. Мало кто читает источники подлинные. Ибо татары называют также гусли, гасле вообще татары говорят, да, да. Черемисы кюселе, это вот его запись такая. Чуваши гюсле, кюсле мы знаем. А ватяки кресь. И вот, смотрите, он подчеркивает приоритетное значение лежачей арфы. Первый, говорит, у чувашей этот инструмент, лежачая арфа для чувашей. Он дальше пишет, что она известна и русским, но как бы попутно, считая ее бытие у русских, видимо, не столь значительным, ибо без всяких оговорок допускает, что у инородцев заимствовали, в данном случае у татар. Вот. Михаил Григорьевич, у меня сразу возник вопрос. Мы знаем, что чувашские традиционные гусли, они шлемовидные, а здесь имеется в виду полумесяц. Они тоже форму имеют в виду? Или все же форма была иная? Это описательное такое определение. Конечно, это шлемовидные. Конечно. Все хорошо. Потом уже современные классификации говорят трапециевидные, но трапеция где-то она есть. Но не у чувашей. У чувашей все-таки шлем вот этот полукруглый, видом полумесяца. Это как раз к чувашским больше всего относится. И вот это, считай, 300 лет почти тому назад, как это, значит, уже, естественно, было первым важным для инородцев, для чувашей, для волжских народов. И тут действительно любопытно, что он на татар указал, потому что и татары показали такой же инструмент ему. И вот эти сведения он получил от местных народов, и еще не было исследований, никто не думал о том, как потом все решат, что это русские гусли. А как решили? Потому что слово «гусли» – это из русского языка. Вот. Ну, кстати, Миллер, он ведь крупный историк был, академик. Он, конечно, знал и казанскую историю, рукопись такую, летопись, вернее, о взятии Казани, где упоминается, что казанцы, когда радовались и веселились, играли на гуслях. То есть он, в принципе, поэтому и думал, татары могли всем подарить. Это его, так сказать, предположение. Во времена падения Казанского ханства, насколько я помню, чувашские исторические предания тоже говорят о гуслярах чувашских. Одновременно. Да. Одновременно казанская история со стороны, значит, русских записано, что казанцы играли на гуслях своих. Причем казанцы это не значит татары. Вот тут тоже надо понимать. Население Казани, вообще Казанского ханства, в основном из чувашей состояло. По-моему, чуть не 60%. Это по подсчетам историков. Из ясачной Чуваши, да? Да, но не будем в эти подробности вдаваться. Главное, что некие казанцы играли на гуслях. Вот. И да, об исторических преданиях он еще тогда не мог знать, а сейчас они опубликованы, что во взятии Казани участвовали чуваши, марийцы. И о марийцах, похоже, есть предание, что гусляр, чувашский, даже в одном варианте есть имя его, он шел к стене, ночью услаждая всех звучанием инструмента своего, считал шаги. Дошел до стены, пошел обратно. Он подсчитал, все следили, подсчитали расстояние, потом взорвали уже, подкоп сделали. История такая. Вот. Марийцы вообще, Акбатор считают, это был, которому даже памятник стоит. Марийцы в этом смысле молодцы, они материализовали эту легенду. На дороге в Козьмодемьянск, я помню, огромный памятник с гуслями стоит, Акбаторы. Вот. И это совпадает, понимаете, это же 16 век. Миллер, видимо, в этом русле и рассуждал. Вот откуда гусли здесь существуют. Вот. Но в XIX веке Миллера подзабыли.
по-хорошему сказать, потому что увлеклись другим представлением. Значит, гусли были известны славянам в самой глубокой древности, пишет Збоев, казанский литератор. Значит, в самой глубокой древности, задолго до знакомства с их с татарами. Он спорит, и может быть, что там мы и раньше знали гусли. Гусли мы ни от кого не перенимали, а наше название их чисто славянское, которого корень густи, то есть издаю гул, в настоящее время гуду, сохранился этот термин, этот корень во всех славянских наречиях. Ну, гусли, гусля и у западных славян есть. Но только не такой, а смычковый инструмент. То есть тот, который гудит. Вот точка зрения, значит, славянская. Вот. И в опоре на чисто филологические аргументы в XIX веке, еще в середине, вот Збоев пишет, значит, родилась гипотеза восточнославянского происхождения этих инструментов, чисто, значит, с одной стороны, которая распространилась потом и в Поволжье. Я называю эту гипотезу этимологической, то есть по этимологии названия. Вот первоначальная, так сказать, была теория, и эта этимологическая перешла на сам инструмент. Слово, значит, и инструмент оттуда происходит. И закрепил это знаменитый труд «Гусли», русский народный музыкальный инструмент, Александр Сергеевич Фоминцин, 1890 год. Монография с иллюстрациями. Но самое интересное, что гусли были трех типов, он описывает. Самые древние крыловидные, звончатые, это чисто русские, славянские. Считается, что их уже когда-то упоминали в VI веке. Потом шлемовидные, которые вот вас и нас всех интересуют, это чувашские гусли. Это другой, более совершенный инструмент, кстати, другой. И третий, это уже столообразные, это уже новые, можно сказать. Они на клавесин похожие, только без клавиш. Вот. Других аргументов, кроме этимологии, не было тогда. Не было никаких источников, чтобы можно было говорить, что здесь эти гусли были уже. Но, смотрите, абсолютизация этой этимологии даже иногда комично выглядит. Смотрите, что писал Фоминцин. Вот я специально записал о финском кантеле. И кантели тоже происходят от гусли. Почему? Потому что «ка-ле». «К» – это вариант «г», потому что инородцы вот произносят, оглушают. Вместо «г», значит, «га-ле». «Ле» и так на конце. А в середине там тоже он говорит, значит, переходит один звук в такой, другой. И в результате кантеле тоже имеется в виду слово. Таким образом, пишет он, из славянского «гусель» или «гусли» легко, естественно, могло произойти финское «кантеле». Вот и все. Все доказательства. Вот. Но сегодня я хочу познакомить вас с альтернативными точками зрения, которые распространение как-то не получает. Да, собственно, никто всерьез и не занимался этим. Потому что, известная история у русских скоморохи, которые играли до шлемовидных как раз гуслях, народ сам практически не играл. В массе в широкой не были. Скоморохи играли. И вот изображения еще в XIII-XIV веке появляются скоморохи. Значит, скоморохи были уничтожены уже в XVI веке, когда церковь против них восстала, и даже царский указ был Алексея Михайловича, значит, о том, что уничтожить, сжечь, утопить все это дело. Вот. И Фоминцин предполагает, и вслед за ним все остальные, что они разбежались из Москвы, из столичных центров, значит, и в Поволжье принесли почему-то. А вот на запад большинство скоморохов сбежало, это тоже карта есть. Туда почему-то не принесли. А вот в Поволжье принесли, и здесь все научились от скоморохов. Вот есть такая
основная точка зрения. Вот. Но первым сомнение высказал никто иной, как Федор Павлович Павлов. В 1928 году он написал статью в журнале «Сундал» «Кесле». На чешском языке она вышла. Никто, конечно, и не почитал за пределами Чувашии, и всерьез не принял даже, что там рассуждает какой-то чувашский музыкант, литератор. Непонятно. Вот. Но лишь в конце 20 века немножко стали его вспоминать. Это вот Нигмедзянов, казанский. Тоже он не опирается, конечно, на Федора Павлова, потому что Павлов о-чувашски гуслях пишет, а Нигмедзянова татарские интересовали. Но еще ленинградская инструментовед Римма Галайская очень авторитетно высказалась, причем опубликовала свою статью не где-нибудь, а в Эстонии, в Таллине, тогда Советский Союз еще был. И вот в таллинском издании у нее как раз очень интересная теория о том, что могло быть наоборот все. Галайская открыто написала, что в XVI веке, когда Казань пала, и русские миссионеры появились в Поволжье, их вместе с музыкантами, с кем угодно, они проповедовали, культуру, но их мог заинтересовать местный очень совершенный инструмент. Он был подхвачен и принесен в Москву. Это точка зрения Галайской. Вот. А теперь, уже тоже одновременно востоковедение развивается, у нас появляются труды, и переводные в основном, о древневосточных культурах, о шумерах. Между прочим, филологи иногда до смешного доходят. Даже не филологи, а любители. Филологи не доходят, да. Да, любители, скажем так. Чуваши – это потомки древних шумеров, прочее. Не будем туда увлекаться, но о шумерах вот что известно. Слово «гуди», «гудеть», вот как сказали, это древнеславянское. А вот такое слово «гуди» существовало в языке древних шумеров. Это серьезное востоковедческое исследование. И обозначало не что-нибудь, как палкообразный предмет, отзывающийся на щипок. Это такая цитра древняя, однострунная, натягивалась на палке. И, она отзывалась звуком на щипок, производился звук. Армянский музыковед Анаид Цицикян пишет, говорит, гуди – это, скорее всего, лютня с длинным грифом. Вот они знают такую лютню и предполагают. А мы можем такое же предположение высказывать, что не обязательно это лютня с грифом, а это может быть просто горизонтально вот эта самая лежачая арфа, пусть даже с одной струной лежачая. Вот. И такие инструменты существуют в каких-то культурах, даже в Индии есть. Вот. Но другой источник, Крамер такой, Самуэль, эта книга недавно переиздана, я вижу на полках магазинов она лежит. История начинается в Шумере, называется. Там список музыкальных инструментов, культурных объектов. Музыкальный инструмент гуселим. Вы понимаете, у шумеров. Правда, не сказано, что это струнный инструмент или какой. Но это надо понять, что игра в слова не означает происхождение инструмента. Слова могли ходить, и на этом можно любые гипотезы строить, этимологическое, что от древнеславянского. А сейчас мы будем говорить от древнешумерского. Примите это как такое абстрактное предположение, ради бога. Это Михаил Григорьевич, безумно интересно это все слушать, однако нам нужно сделать короткий перерыв. Эллада напоминает, Шамба Эллада Таргашана Тахакски Дахтавду Зелетпер, Ракалачам Малатазабар. Таван Осхагал. Таван Осхагал.
Напоминаем, друзья, у нас в гостях сегодня доктор искусствоведения, профессор Михаил Григорьевич Кондратьев. Мы говорим о чувашских традиционных гуслях в историческом контексте. Михаил Григорьевич, мы дошли до понятия гусли в шумерском языке. Господи, это настолько древнее явление, что даже связать очень сложно. Однако, тем не менее, вопрос гуслей и их наличия в чувашской традиции, он все равно является чем-то, очень неисследованным как будто. То есть мы читаем упоминания, что гусли там у каждой чувашской семьи на стене висят как украшение. Вот подобные упоминания я видел. Однако, как мы можем говорить о том, был ли этот инструмент вообще в древности? Он находится? Вот мы вступаем, значит, в зону гипотез дальше. Потому что, опять-таки, вот мы в первой передаче говорили, дальше нет таких фактов, нет фактологических источников, нет письменных источников. Но дальше. Вот смотрите, чтобы контекст понять, я смотрю на всю органологию, то есть вот науку о музыкальных инструментах, европейскую, очень развитые, роскошные издания есть, немецкие, и русские, кстати, неплохие источники есть. Но вот происхождение русских инструментов, славянских, европейских инструментов всегда связывается с Средиземноморьем, с Азией вплоть до Индии. Еще Александр Македонский ведь туда доходил, и, естественно, оттуда приносили. Потом крестовые походы, значит, вот 11 век, 12 век, множество крестовых походов в арабские страны, якобы там спасали гроб Господень, но привозили оттуда много инструментов. Оттуда и пошла. Вот гипотеза Фоминцена, она стыкуется с представлениями о крестовых походах, о том, что вот такую, может быть, не горизонтальную, а ее, может, и вертикально держали, арфу, но щипковый такой же инструмент принесли музыканты, которые в составе крестоносцев были. В Византии она была распространена. Кстати, псалтериум оттуда. Это вот как раз шлемовидные, которые... Он не шлемовидный, он только у нас уже появился. Все понял. Я до этого дойду. Но он разных форм. В форме треугольника, в форме квадрата, прямоугольника. Имеется в виду лежачие гусли, которые... Да, то есть не арфа, которая на раме натягивается, а инструмент на корпусе с натянутыми струнами. Вот надо различать, значит, этот псалтериум, который играет с одной стороны над корпусом, и арфа, которая с двух сторон берется. Но это уже детали. Вот. Но все это как бы из Византии через православных музыкантов приходит в Древнюю Русь. Вот. И от Древней Руси, как я уже говорил, в Поволжье и волжские народы благодарно принимают эту красивую музыку. Вот. Это веками продолжается. Вот такая гипотеза. Но и вот это контекст Средиземноморья и Западной, можно сказать, и Центральной Азии ограничивается Индией. А дальше Гималайские горы, Тянь-Шань, там Алтай, мощные вот эти хребты, Китай совершенно закрыт в культурном отношении. Я смотрю множество исследований, даже современные центральноазиатские вот народы, вот сейчас они наши, это казахи, туркмены, еще издают труды, азербайджанцы, большие труды, у них дальше туда не идет. С Китаем никто почему-то не связывает. А что теперь смотрим у нас? У нас Федор Павлович Павлов, почитав хорошо историю, и не только музыкальную, он же почитал труды Ашмарина, он же почитал труды Комиссарова, которые в это время у нас издавались, о происхождении чувашского народа. Потом это приглушили, булгарскую теорию. Да. Это было даже опасно в каком-то смысле. Не будем об этом сейчас, но он говорит, а путь вот этого инструмента мог быть через гуннов из Китая. Пример он приводит, был в литературе, он встретил и загорелся этой идеей. Значит, Пантусов такой написал об уйгурах,
«Таранчинцы» тогда называлось. «Таранчинские песни», была книжка издана в Петербурге, и там иллюстрируется вот такая лежачая арфа. 20-25, что ли, струн, картинка. Не понял, о чем говорите, Да. видел их. Да, и вот он, значит, открывает книгу «История», всемирная, по-моему, история музыки Наумана, такой трехтомник был, немецкий издан. Там о китайцах есть информация, и опять-таки иллюстрация, которая его вдохновляет. У китайцев, он по Науману пишет, был 25-струнный горизонтальный инструмент, который китайцы называли ше или че. Вот произношение. Сейчас в справочнике на русском языке пишут се, инструмент се, 25-струнный. Древнейший. Причем он старше циня, гуциня и прочих. Это как бы изобретение первого там, китайского императора Фуси. Опять-таки не будем сейчас много о китайцах, хотя это уже вот цепляет нас всех. И Павлов потому и высказал гипотезу. Был другой путь через гуннов, потом в Центральную Азию. Ну вот булгары, значит, наши предки принесли на Волгу. Еще раз возвращаюсь, говорю, никто это не прочитал, прочитали, не посмели это комментировать. Сейчас мы связываем это. Вот, мы связываем это сейчас с точкой зрения Галайской, которая сказала, что скоморохи могли найти, значит, в Поволжье эти инструменты и принести в Москву. Вот оригинальное, так сказать, предположение Павлова теперь объясняет загадочную фразу Герарда Миллера о том, что от татар, от казанцев могли, значит, и русские, и все остальные, значит, заимствовать лежачую арфу. Вот. И о Махмуде Нигмедзянове и о Риме Галайской, которые всякие предположения высказывали, все как бы на почву становится. Дело в том, что из всех народов Поволжья самый вот коренной такой народ такого глубоко азиатского происхождения только чуваши. Татары, конечно, тоже рядом стоят, и у них вот этот булгарский компонент есть, но там преобладает кыпчакский, вот как язык изменился. Вот. А в музыке, кстати, пентатоника чувашская и татарская очень похожи. Очень похожи. Вот. Ну, по традиционному инструменту, по гуслям, то есть вы предполагаете, что этот инструмент мог прийти еще с тех времен, когда чувашский народ, предки чувашского народа только оформлялись на территории современного Северного Китая, и при миграциях инструмент просто пришел вместе. Ну, конечно, не тот инструмент, о котором мы сейчас знаем. Понятно, да. Вот цинь, если вы вот посмотрите, вы увидите, он все-таки другой вид имеет. Причем, когда они кочевали, предки гуннов покинули Северный Китай, конечно, кочевникам неудобно было большой 25-струнный инструмент возить на конях, еще играть на этом. Был маленький вариант. И вот маленький вариант Чадхан, Ятаган, он есть у тувинцев, у хакасов, у шорцев, кстати, у калмыков. Вот подобные. Если, ну, я думаю, времени у нас не будет, у меня тут монгольская запись есть. Ну, можем в конце передачи ее включить? Можно почувствовать вот ту древнюю цитру, простенькую, несколько струн, как она звучит, совершенно не так, как современная чувашская. А чуваши прошли через Центральную Азию, через Северный Кавказ, где они уже осели, перестали опираться на скотоводство и кочевничество. Полностью земледельцами стали на Волге. А земледельцы уже ничем не ограничены. Вот тут и появился инструмент, который, ну, как некоторые считают по антропологическим данным, очень удобен. Он, значит, к груди прикладывается, большой комплект струн, до 40 даже доходит. Ну, 37 это сейчас играют наши музыканты на 37-струнных инструментах. Вот, кстати, запись была. То есть огромный диапазон, форма позволяет, локти очень удобно, тут пространство. Вот, что там еще? Здесь форма такая округленная, и ее очень трудно описать. Она конусообразная, сужается.
ко дну. То есть прикладывать не травматично, можно часами играть, и удобно. Вот он лежит, инструмент, и ты можешь перебирать струны. Левая рука на басах, вдали, а ближние струны – это высокие. Вот. И вот эта форма сложилась, видимо, в XIV веке, когда первые иллюстрации скоморохов со шлемовидными гуслями, смотришь, ну это же современный инструмент чувашский, шлемовидный, но в руках скоморохов, а чувашей тогда никто не рисовал. Ну да, 14 Вот. век еще не зафиксирован. Да, но зато в церковных русских книгах, начиная с XIV века, ну говорят, что это в конце XIII века могло появиться, уже подобный инструмент зарисован. И это не только мы, что называется, здесь заинтересованные об этом говорим. Мне очень интересна статья, такой был музыкант Новосельский, в 35-м, что ли, году в журнале «Советская музыка» пишет. Вот этот инструмент чувашский очень ценный, надо наладить производство, и он сохранился точно в таком виде, как, он говорит, в источниках он 18 век видел. Точно в таком же виде, говорит, Чувашской республики. Его надо, значит, распространять. В общем, это даже при взгляде на эти изображения ясно, что форма этого инструмента в XIV-XIII веках уже устойчиво бытовала и дальше уже не изменялась. Ну, по размерам, может быть, увеличилась. Потому что на иллюстрациях там где-то 14-17 струн. Потом был еще такой Адам Алиарий, который 1600, тоже 30-е годы, значит, плыл по Волге, ну, там целая большая экспедиция была. Останавливался в Чебоксарах. И в Чебоксарах, и в Свияжске, и в Казани, и все. Вот у него есть рисунок. Скоморохи играют на таком же инструменте. Он сам зарисовал. Вот на таком же инструменте. Нигде не сказано, что это чуваши. Там в контексте он о русских свадьбах, о русских обычаях все идет. Но был-то он в Казанской губернии. Вот. Это еще, что называется, у меня даже мысль, отдельную статью, что ли, написать. Алиарий и Казанская губерния. Потому что обычно говорят, ну, это на Ладоге он был, он там мог зарисовать. Нет, это Казанская губерния. Понимаете, как? Вот такие отрывочные данные. А дальше уже 18 век Миллер, который прямо говорит, это первый у них инструмент, лежачая арфа. То есть вот так пунктиром история именно этой формы начинается с XIV века. Вот. И дальше уже предположение Галайской играет, что, во-первых, да, корень, это если от гуннов идет, меняясь этот инструмент, но он не пропадает. Потому что гунны не теряли свою культуру. Они там растворились потом в Европе, но корешок в булгарской культуре, он продолжал существовать. Вот. И когда уже в Казань, в Казанскую губернию уже попадают специалисты, начинают понимать, этот инструмент в литературе, ну, а в основном уже 19 век возьмем, везде называется чувашский инструмент. Между прочим, тоже не могу обойти, пока время позволяет. Значит, книга Фоминцина «Гусли. Русский народный музыкальный инструмент» содержит такое парадоксальное противоречие. Он убежден, что это славянский, русский инструмент, но иллюстрации у него только, он прямо пишет чувашский инструмент. Потому что он в музее нашел в 1860-х годов инструмент. И потом, говорит, есть еще картинка, которую ему из бельгийского музея прислали, ну, друг его, видимо, значит, на научной фотографию марийского, черемисского инструмента, очень похожий. Нашли, значит, купили у одного черемиса в Костромской губернии. Вот это второй инструмент. И третий, все чувашские инструменты он пишет. Ему было известно 3 инструмента, всего лишь. И все 3 чувашские. Я имею в виду шлемовидные гусли, потому что других много. У него огромная, так сказать, ну, книга там на больше 100 страниц, больше, ну, наверное, 50 или 60 иллюстраций, в том числе чувашские гусли в 2 ракурсах.
Понимаете, он не просто... Дорогое дело, особенно тогда, иллюстрации. У него фотография гусли чувашские, 26-струнные, 1865 года из Музея географического общества. Значит, спереди вид, лицевая сторона, сзади вид. Почему? Ни один другой инструмент он так не показывает, а потому что очень сложная форма корпуса. И чтобы сделать, это были мастера, которые умели. Собственно говоря, инструментоведы почему говорят, вот скоморохи играли, а в народе не получилось распространение этот инструмент, в русском народе. Почему? Потому что очень сложный инструмент и для изготовления, и для исполнения. Ну да, он не родной был, но зато, когда мы в Поволжье приходим, а тут простой народ делает и играет, эта сложность преодолевалась. Ну, это перекрывалось, наверное, традицией, то, что с детства все было. Это именно глубокая традиция, и мастера были в любой деревне, как пишут этнографы, те, которые изучали этот материал. Михаил Григорьевич, огромное вам спасибо за этот чрезвычайно содержательный разговор, потому что новый взгляд на гусли — это потрясающе интересно. То самое следить перебатраханара искусствоведения тухтаря Шаван Бигех, профессор Михаил Григорьевич Кондратьев, пульча эфир, дайте предель булычень чипер.